День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Стоимость перевозок через реку Лену на воздушных подушках возросла почти в 2 раза. Теперь за проезд в одну сторону пассажиры вынуждены платить по 5000 рублей с человека. Расскажем, с чем связана такая индексация. В столицу Алмазного края прибыл герой России Александр Колесов в рамках молодежного музыкального патриотического фестиваля «Мирный поет о мире». Полет нормальный. В Подмосковье прошли испытания прототипов грузовых дирижаблей, которые смогут бороздить небо над Якутией. С 1 января правительство страны запустило новые национальные проекты. Одним из них стал нацпроект «Семья». Узнаем, какие направления он в себя включает. Владивосток в эти дни звучит особенно мощно и вдохновленно. Там проходит всероссийский хоровой фестиваль и конкурс «Третья дальневосточная хоровая олимпиада». Субсидированные авиаперелеты в арктические районы Якутии возобновят до конца года. Совещание с финансово-экономическим блоком по вопросу субсидированных авиабилетов прошло на этой неделе. На пресс-подходе министр транспорта республики заявил: есть понимание, что до конца года будут изысканы определенные средства. Точные сроки при этом неизвестны. Идет активная работа по изысканию источников финансирования. К Новому году, безусловно, перевозки возобновятся. Стоимость перевозок через реку Лену на воздушных подушках возросла почти в 2 раза. Теперь за проезд в одну только сторону пассажиры вынуждены платить по 5000 рублей с человека. Такую индексацию перевозчики объясняют рядом обстоятельств, характерных для межсезонья. Все подробности в сюжете нашего корреспондента. На неделе стоимость проезда на хивусах, они же суда на воздушной подушке, возросла в 2 раза до 5000 рублей. Собственно, как в прошлом сезоне и в прошлом году уже вполне нормальная практика. Обуславливают это перевозчики тем, что на линию в этот период выходят целых 2 плавательных судна. Это сами хивусы и аэроботы. Ну и кроме того, в межсезонье возрастают расходы на содержание судов. А раньше же было то, что тут на хивус 2 с лишним платите, потом, когда пересаживаетесь на аэробот, тоже 2 с лишним, и в итоге все равно получалось 5. Такая цена и осталась. У нас мы и там, и тут просто вы оплачиваете 5000, там капитан за эту сумму оплачивает там половину суммы, то есть туда дает. А все остальное у нас все так же. 3-й год уже одни и те же цены стоят. Итак, резюмируя, по факту стоимость проезда на хивусе так и не возросла. К тарифу автоматически прибавили цену за перевозку на еще одном судне. Маршрут 1 оплатят люди за услуги 2 капитанов. Вот что про такое ценообразование думают сами пассажиры. Дорого. В прошлом году ездили? Да, ездил. Сколько было по цене? Тоже 5. Нормально, ненормально? Нет, конечно. Дорого? Дорого. Какая нормальная. В Москву можно лететь по субсидированным билетам за 5000. Сейчас по маршруту Якутск-Нижний Бестях курсируют порядка 25 судов на воздушной подушке и еще 10 аэроботов. Нашумевшая компания «Сулус» на линию в этом сезоне так и не вышла. Получается, что конкуренции нет, но и спекуляции с ценами Министерство транспорта региона не отмечает. Как сообщил глава ведомства Владимир Сивцев, совсем скоро цена на перевозку вновь упадет до привычной отметки. Мы полагаем, что в связи с уже установлением прочного ледостава, где-то, скорее всего, сразу тоже после праздников, возможно, даже в первых числах ноября, аэроботы уже привлекаться не будут, соответственно, тариф будет снижен. Впрочем, внимание Кабмина ситуация уже привлекла. Так, премьер-министр правительства республики Кирилл Бычков дал ряд поручений по оптимизации тарифов в период межсезонья и попросил разъяснить, на каких основаниях они повышаются.
Прошу предоставить детализированный расчет этой суммы. Каждый литр топлива, каждая запчасть. После проверки, если расчет будет признан необоснованным, материалы направим в транспортную прокуратуру. В общем-то, работа навигации ежегодно привлекает к себе внимание общественности. Вспомните только весенние очереди на паромы, разборки конкурирующих частников и другие неприятные ситуации, которые разыгрываются на фоне напряженности в массах. А страдают, как правило, обычные люди, у которых и выбора-то по сути нет. Саргалана Неустроева, Иван Сорокаумов, Якутск. Тем временем на переправу Намыв, откуда курсируют хивусы, нагрянула проверка. Работу судов на воздушной подушке проинспектировала комиссия. В ее составе сразу несколько контролирующих органов. Транспортная прокуратура, МЧС и налоговая. Так, стражи порядка проверили у капитанов наличие разрешающих документов, спасатели разъяснили пассажирам и членам экипажей правила поведения на воде в период становления льда, а налоговые инспекторы узнали, почему плата за проезд на хивусах взимается исключительно наличными. Как отметили специалисты, такие случаи грозят предпринимателю наложением штрафов. Индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие перевозки, должны в обязательном порядке применять контрольно-кассовую технику и выдавать населению кассовые чеки. Нарушение данного федерального закона влечет административный штраф в размере от 10 тысяч и выше. Сотрудники пожарной службы продемонстрировали высокий профессионализм. В учебном корпусе СВФУ в Нерюнгри прошли пожарно-тактические учения для отработки совместных действий сотрудников технологического института и спасателей в случае пожара. Наша съемочная группа следила за его тушением и спасением условно пострадавших. Определить уровень знаний личного состава по выполнению поставленных задач, тактикам и приемам тушения пожара и работе газодымозащитной службы. Эта работа ведется в подразделениях МЧС постоянно. Очередной условный пожар на этот раз заставил поволноваться студентов и преподавателей, которым пришлось эвакуироваться из учебного корпуса в разгар занятий. По легенде учений, пожар разгорелся здесь, в подвале учебно-административного корпуса Северо-Восточного федерального университета. Пожарные расчеты прибыли на место инцидента буквально за считанные минуты, после чего сразу начался поиск очага возгорания и также поиск двух людей, которые после сильного задымления не смогли самостоятельно эвакуироваться из учебного корпуса. Цель подобных учений – изучить объект, отработать навыки, необходимые для боевых выездов, повысить эффективность действий и слаженность работы, а также взаимодействие с представителями организаций, в которой произошло ЧП. Все эти три цели были достигнуты, все вопросы отработаны. Значит, особенность данного учебного заведения составляет в том, что здесь очень большое количество студентов, детей. 5 этажей учебных корпусов. Значит, все это необходимо было в кратчайшие сроки эвакуировать и ввести силы и средства для тушения пожаров. В целом администрация с этим вопросом справилась. Силы и средства, которые прибыли на тушение условного пожара, свою задачу в целом выполнили. Подобные учения проводятся на регулярной основе во всех местах массового пребывания людей с целью сократить время реагирования и ускорить организацию проведения неотложных работ по тушению пожара и спасению пострадавших. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. В свою очередь, муниципалитетам региона поручили ускорить подачу документов для получения паспортов готовности к отопительному сезону. Об этом заявили на очередном совещании оперативного штаба. Вице-премьер республики Садовников подчеркнул, в этом году процесс предоставления документов в адрес Ростехнадзора идет по новым детализированным правилам. Есть несколько нововведений. Поэтому необходимо быть более ответственными, так как суровый климат может стать причиной аварий и сбоев. Тем временем более 1000 котельных уже работают в штатном режиме. Сегодня есть при получении паспортов готовности нововведения. И в свете этого есть, конечно, еще дополнительные требования, которые сегодня муниципальное образование должны предоставить Ленский Ростехнадзор. И коллеги с Ростехнадзора щепетильно и тщательно
проводят проверку. Но при этом есть хорошая новость, то что 24 муниципальных образования уже на сегодня получили паспорта готовности. Но по остальным 21 муниципальным образованиям работа продолжается. С ухудшением погодных условий традиционно в республике растет число ДТП, в том числе с летальным исходом. Так, всего с начала года произошло 622 дорожно-транспортных происшествия, в которых 72 человека погибли и еще более 700 получили травмы. Ну а в последнее время на дорогах республики все чаще появляется гололед, изморозь и снежный накат. Это требует от всех участников дорожного движения повышенного внимания, осторожности и готовности к непогоде. Мы обращаемся ко всем водителям. Снижайте скорость, особенно на загородных трассах и в населенных пунктах. Увеличивайте дистанцию до впереди идущего автомобиля. Избегайте резких маневров и обгонов, особенно на участках дорог со сплошной линией и ограниченной видимостью. При первых признаках гололеда перестраивайтесь плавно, без резких торможений. Особое внимание просим уделять безопасности пешеходов, особенно в утренние и вечерние часы, когда видимость на дороге ограничена. Госавтоинспекция республики призывает всех участников дорожного движения быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя и других. Еще в августе в Алекминске закрыли автовокзал – место, где ожидали свой транспорт пассажиры города и сел. В здании требовался основательный ремонт, на который не было денежных средств. Теплые дни сменились первыми минусами, а ожидание автобуса стало совсем некомфортным. Как решили эту проблему, знает Елена Фаст. Нужен автовокзал? Ну, конечно, нужен. Людям греться негде, пока автобуса нет. Давно он не работает? Давно. Еще с осени получается, как пожар был. А с тех пор так и не работает? Так и не работает. Все закрыто. Сложную финансовую ситуацию, которая сложилась в городе, ощутили на себе жители. Здание автовокзала не функционировало с лета. Между тем на улице ощутимый минус. Как видите, холодно же. Же холодно? Конечно. А что, когда откроют? Вообще не открывают. Пока не... Вообще давно возникла необходимость, что нужно, да, чтобы он работал? Летом все это было. С лета началось, да? И с тех пор вы так сидите... Ждем, да, вот автобус, деревни ехать. Сказали, что здание не готово, на улице ждем. Нет, ну это сейчас тепло-то ладно. Но и все равно, в любом случае, да, люди же разных возрастов. Поэтому с детьми, тем более, все равно сейчас зима же идет. Здание это нужно, чтобы где-то народ сидел и ждал свой автобус. Все-таки очень хочется, чтобы быстрее открыли. Конечно, конечно. Скажем честно, не самый острый, но злободневный вопрос удалось решить. Мы 1 ноября по плану планируем открыть, и это действительно так. 1 ноября мы открываем двери автовокзала. Ну, конечно, это уже будет без ленточки красной, понятно, это просто восстановительные работы. На сегодня там уже стены и косметика, в принципе, готовы. Электрику делаем. Приступили ребята делать электрику. Вот буквально пару-тройку дней, и автовокзал мы двери открываем, там уже будет тепло и уютно, в принципе, подождать автобус. Самое важное, что решить вопрос удалось без привлечения бюджетных денег. Нашлись те, кто решил помочь безвозмездно. Созвонились с рядом местных предпринимателей, которые даже и сами предложили помощь, и где-то пришлось и попросить. Ну, в общем, общими усилиями, так скажем, останавливаем ту проблему, которая образовалась у нас еще в августе месяце. Вот. Ну, и как бы много людей отозвалось, это очень хорошо. Это небольшой ремонт, но он позволит пассажирам ожидать свой автобус в тепле. На сегодняшний день это главное. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Президент России Владимир Путин заявил о готовности временно приостановить боевые действия в районах Купянска и Покровска для того, чтобы иностранные и украинские журналисты могли лично убедиться в окружении украинских войск. Об этом он сообщил во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка. По словам Путина, в указанных населенных пунктах украинские подразделения оказались блокированы. Россия готова прекратить огонь на несколько часов, чтобы представители СМИ могли войти в зону окружения, ознакомиться с ситуацией, пообщаться с украинскими военнослужащими и, что самое главное, покинуть населенный пункт. Нас беспокоит только одно, чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций. Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на 2, на 3, на 6 часов, с тем, чтобы группы журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти. Мы готовы в определенные точки их подвести, с тем, чтобы с той стороны украинские военнослужащие их приняли. Самое главное – это избежать провокаций с украинской стороны, с тем, чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить. В столицу Алмазного края прибыл герой Российской Федерации Александр Колесов в рамках молодежного музыкального патриотического фестиваля «Мирный поет о мире». Это событие, организованное администрацией района при поддержке компании «Алроса», профсоюзов и мэрии, стало значимым событием для местного сообщества. Подробности в сюжете далее. Приглашение Александра Колесова, первого бойца из Якутии, удостоенного высшей награды государства, стало логичным шагом в рамках фестиваля, который направлен на поддержку патриотического духа среди молодежи. Свой визит Герой России начал с посещения волонтерских штабов «Мирные руки ангела» и «Мы вместе». Эти инициативы активно развиваются в Алмазном крае с первых дней мобилизации, получая поддержку от местной администрации. В ходе визита Александр встретился с волонтерами, которые рассказали о своей работе и о том, как они помогают военнослужащим и их семьям. Я увидел сплоченность жителей Мининского района всем миром. Кто-то вяжет маскировочные сети, шьют антидроновые накидки, дождевики, там, теплые вещи для бойцов, которые находятся в госпиталях. Все очень продумано, все очень качественно. И главное, я посмотрел, отчеты показали, они очень в больших объемах делают. И благодаря авиакомпании «Алроса», оказывается, им бесплатно перевозят до Москвы, а оттуда уже легче логистика устроена. Поэтому помощь от жителей Мининского района, которые находятся на СВО, получают своевременно и очень оперативно быстро. Визит героя стал ярким акцентом и для студентов Мирнинского регионального технического колледжа. В ходе общения он поделился своими воспоминаниями о начале специальной военной операции, о буднях и драматизме, с которыми сталкиваются наши земляки на фронте. Студенты с интересом слушали его рассказ, задавали вопросы и делились своими мыслями. Я был рад их увидеть. Они все-таки наши герои, наша опора. Надеюсь, что в скором времени все наши солдаты, все бывшие ученики вернутся домой целые и здоровые. Герой России также посетил Центр беспилотных летательных аппаратов, где познакомился с ребятами, обучающимися управлению БПЛА. Это новое направление в образовании, которое открывает перед молодежью множество возможностей, вызвало у Александра Колесова большой интерес. Анна Васильева, Мирный. Якутский индивидуальный предприниматель изготавливает эвакуационные тележки для госпитализации убитых и раненых из зоны проведения спецоперации. Разработка проекта велась с февраля прошлого года, само же производство началось в начале этого. Уже изготовили 90 штук. Само изделие представляет из себя одно колесо, к которому приварена устойчивая конструкция. В планах у предпринимателя не только продолжить производство тележек, но и увеличить количество изделий в несколько раз. Есть группа людей, которая занимается тоже изготовлением тележек в России. Попросил у них
в то время проект, чтобы здесь изготавливать и ребятам помогать. Вот они в то время не смогли предоставить, но познакомились с человеком, у которого был другой проект, другая идея. Вот мы ту его идею доработали и сейчас здесь изготавливаем. В военном учебном центре СВФУ проходит осенний отбор для прохождения военной подготовки по программе «Солдат запаса». Ее участником могут стать студенты очного обучения, бакалавриата и специалитета. Подробнее о работе центра расскажет Тимур Колмогоров. Вникая в теорию и оттачивая навыки на практике. В военном учебном центре, открывшемся в 2022 году, сейчас учатся более 200 студентов по программам «Сержант запаса» и «Солдат запаса». Здесь они без отрыва от основной учебы изучают все – от военной тактики и медицины до азов огневой подготовки и защиты от радиационного, химического и биологического воздействия. Сначала я вообще 17 лет хотел сюда поступить. У меня в первом курсе в 17 лет пришел, но сказали, что сюда берут только с 17 лет, с 18. Из-за чего я уже будущий год, уже в 2024, уже на втором курсе уже сюда поступил. Тут преподаватели хорошие, у них есть хорошая квалификация, приобретаешь хорошие навыки. В первую очередь, это, конечно, теоретически, потому что мы тут обучаемся за партами, и практики иногда проходят. Чтобы стать участником программы, студентам необходимо пройти нормативы по физической подготовке, врачебную комиссию и профессиональный психологический отбор в военном комиссариате. Помимо этого, им необходимо показать хорошую успеваемость в учебе. Примерно уже год обучаюсь. Это более выгодно, потому что здесь, если так суммировать, обучаешься всего лишь 90 дней, а на срочной службе 1 год. Я вот кинул в голове и решил сюда пойти. Обучение проходит раз в неделю с 8 утра до 17 вечера и длится 1,5 года. Завершающим этапом является выезд на учебные сборы в войсковую часть на 30 дней для практической подготовки. Особенностью прохождения военной подготовки студентов в военном учебном центре является то, что после окончания успешного окончания обучения в военном учебном центре, а также завершение обучения в университете, когда ребята получают уже диплом о высшем образовании, им присваивается соответствующее воинское звание, выдается на руки военный билет, и они все зачисляются в запас без прохождения срочной военной службы. В этом году военную подготовку уже прошли первые студенты военного учебного центра в количестве 2 взводов, которые готовы встать на защиту своей родины. Осенний отбор продлится до декабря месяца. Тимур Колмогоров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В Алтумене обсудили проблему семейно-бытового насилия в Якутии. Участие в мероприятии приняли как народные депутаты, так и представители общественных организаций, органов муниципального управления и МВД. Как отметили выступающие, вопрос защиты от насилия в семье в республике на сегодня не теряет актуальности, в том числе из-за отсутствия системного подхода к решению проблемы. Результатом обсуждения станет принятие ряда рекомендаций по профилактике данного вопроса. Кроме того, круглый стол дал толчок для разработки нового законопроекта, который внесет изменения в действующий семейный кодекс, отметила депутат Антонина Григорьева. Над законом будем работать, и это длительный процесс, сложный процесс, так как сама тема вызывает много вопросов. Безусловно, уже в ближайшие сессии мы внесем законодательные инициативы по внесению изменений в существующие 2 закона, связанные с семейной политикой. С января прошлого года в республике впервые начал работать проект «Мобильный хирургический центр». В состав бригады вошли медики различных профилей. Первый выезд врачей состоялся в Нерюнгри. Как сейчас налажена работа в больнице, расскажут наши коллеги. Одним из ключевых объектов здравоохранения Якутии, подлежащих модернизации, стала центральная районная больница города Нерюнгри. И благодаря обмену опытом с врачами из столицы региона и появлением необходимого оборудования, впервые в травматологическом отделении в октябре месяце была проведена операция по эндопротезированию тазобедренного сустава силами исключительно местных специалистов.
Это не только показатель уровня нашего мастерства, это еще и большой социально-экономический значимый эффект для пациентов. Также это заметно сокращает сроки для проведения этих операций, потому что оформление квот зачастую занимало не меньше года, а иногда и несколько лет. Ожидание при таких заболеваниях приводит к тому, что у людей нарастает и атрофия мышц, развиваются другие сопутствующие заболевания, а возможность у нас оказывать такие операции в городе сокращает время ожидания для проведения операций, и люди зачастую куда быстрее возвращаются и к труду, и к обычной, к своей повседневной жизни. Нерюнгринец Сергей Сидорин получил травму тазобедренного сустава еще 10 лет назад, но на протезирование решился только в этом году, став первым пациентом у бригады врачей Нерюнгринской центральной районной больницы. В начале октября звонок по телефону. Вы операцию сделали? Я говорю, нет. Давайте встретимся в больничном комплексе. На следующий день приехал Самохвалов Дмитрий Александрович, предложил сделать операцию. Но перед этим предупредил, что он будет впервые делать ее. Я сказал, давайте, о чем речь. Все, 3 дня обследование, на 4-й день операция. Все красиво, удачно. Если раньше состояние здравоохранения в Нерюнгринском районе всегда подвергалось жесткой критике со стороны населения, то сейчас, благодаря планомерной работе республиканских и местных властей, жители Нерюнгринского района очень довольны, что им удается получать квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы района. Иван Лазаренко, Захар Головин, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В республике наблюдается сезонное увеличение числа случаев ОРВИ. Например, в Якутске зафиксировали более 6 тысяч обращений к медикам. Среди них пациенты с гриппом А и Б. Основными возбудителями инфекции по-прежнему являются риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирус и коронавирус. Причиной всплеска заболеваемости называют теплую погоду и активное распространение вирусов коллективов, например, в школах и детских садах. Медики напоминают, лучшей защитой от сезонных заболеваний является своевременная вакцинация. При гриппе температура может быть до 7 дней, очень высокая. Мы избиваем парацетамол, нурофен. Можно делать обтирание. Очень важно поить ребенка, чтобы не было обезвоживания. И противовирусные, осветовимер и намидез обычно назначаем. Но когда мы диагностируем грипп, мы берем ИХ-тест. Если он положительный, сейчас идет грипп А. В большинстве случаев. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. С 1 января этого года правительство страны запустило новые национальные проекты, направленные на поддержку различных сфер жизни. Одним из таких стал национальный проект «Семья», включающий в себя федеральную стратегию семейные ценности, инфраструктура культуры. Как реализуется проект, расскажет Вероника Таюрская. «Семья» – национальный проект 2025 года, реализуемый по поручению президента России Владимира Путина. Мы запустим новый национальный проект, который так и называется «Семья». В его рамках до 2030 года планируется модернизировать не менее 420 региональных и муниципальных библиотек. Одна из них – Национальная библиотека Якутии. К вековому юбилею был проведен ремонт всего здания, включая замену витража. Ремонт уже сделали в здании, скажем так. И следующий год у нас 35 миллионов 300 тысяч. Тоже уже у нас все сметные документации готовы. Ждем, наверное, с декабря начнем. Светлые и комфортные общественные пространства стали местом притяжения читателей. Несмотря на то, что ремонт еще не закончен, посетители уже отмечают удобство обновленных помещений.
Я как давнишний читатель, как педагог по образованию, все это вижу, как говорится, воочию. И очень отрадно видеть, что современные технологии приходят и в такие отдаленные регионы страны, как наша республика Саха-Якутия. Считаем, что на этом останавливаться не стоит, нужно модернизировать и другие объекты в других сферах нашей жизни, нашей страны. С конца 2021 года Национальная библиотека республики внедряет искусственный интеллект. Уже было создано 8 интеллектуальных продуктов, способных облегчить жизнь человеку. У нас есть сервисы, которые, условно можно назвать text-to-speech, то есть у нас есть текст, и искусственный интеллект их зачитывает на якутском языке, и обратная процедура. Мы говорим на якутском языке, и искусственный интеллект это превращает в текст, достаточно успешно предсказывая пунктуацию. Вот на это, кстати, было затрачено достаточно много времени. Национальная библиотека продолжает совершенствоваться. Не стоят на месте и другие учреждения культуры. Так, на их обновление было выделено свыше 175 миллионов рублей. Модернизируется Центр культуры и народного творчества Саргатюльгатя в городе Покровске. Также Музей государственности имени Платона Алексеевича Юнского в селе Черкёх. Также проведен капитальный ремонт в детской школе искусств в поселке Белая гора Абыйского района. В Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия также ведутся ремонтные работы. Кроме того, созданы модельные библиотеки в 3 муниципальных библиотеках Горного, Усть-Алданского и Мирнинского районов за счет федерального бюджета, а также 5 библиотек из бюджета Республики Саха-Якутия. Это в Среднеколымском, Устьянском, Абыйском, Чурупчинском, Хангаласском и Лусах. На этом реализация проекта не закончена. Так, для 7 детских школ искусства Якутии были приобретены новые музыкальные инструменты, оборудование и учебная литература. Современное оснащение получили Национальный театр танца, Музей музыки и фольклора Якутии, Чурапчинский музей истории и этнографии. Вероника Таюрская, Артумай Наговицын, Якутск. В России общее число ипотечных сделок в среднем составляет около 115 тысяч штук в месяц. Цифра довольно внушительная. Для граждан же, только планирующих оформить ипотеку, есть новшество. Теперь ее можно будет оформить в микрофинансовых организациях. Подробности о модификациях расскажем далее. С 22 октября на рынок недвижимости выходят микрокредитные организации. Именно с этой даты они получили право выдавать ипотечные займы с условиями, которые смогут составить конкуренцию обычным банкам. Изменения были внесены в закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. Сама инициатива была принята еще 23 июля текущего года. Несмотря на официальную строчку в законодательстве, выдавать ипотеку смогут не все компании. Чтобы иметь такую возможность, им необходимо соответствовать определенным критериям. Самое важное – организация на все 100% должна принадлежать региону России. Помимо этого, каждый субъект РФ может быть учредителем только одной микрофинансовой компании. Определенные рамки установит и Банк России. Так, фирма должна быть из списка микрокредитных компаний, который будет размещен на официальном сайте Центробанка. Кроме того, он установит дополнительные строгие правила для деятельности этих организаций в целях защиты от заемщиков. Помимо ограничений главного банка страны, сама ипотека может быть выдана не всем. Она будет доступна исключительно в рамках государственных программ региона, в котором зарегистрирован гражданин. Это значит, что оформить ее смогут, например, молодые семьи или жители конкретного района. Границы по сумме кредита составят до 5 миллионов рублей, сроком до 10 лет. Процентная ставка будет фиксированной, и определять ее будут органы власти субъекта. Отметим, что микрофинансовые организации смогут работать только с оформлением региональных программ по приобретению жилья. За коммерческой ипотекой нужно по-прежнему обращаться в банк. В регионах могут создать специально более мягкие условия для получения ипотеки через микрокредитные организации для некоторых лиц. К примеру, для людей с маленькой официальной зарплатой, для тех, у кого ранее были проблемы с кредитами, уже оформлены микрозаймы или кому банки отказали из-за слишком строгих требований. Таким образом, заемщик сможет рассчитывать не только на льготные программы, субсидированные из федерального бюджета, но и на поддержку своего района. Об этом сообщает генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. Специалисты отмечают, что многие россияне не доверяют микрофинансовым организациям, опасаясь столкнуться с недобросовестными компаниями. Однако в этом случае риски будут сведены к минимуму. Мониторингом действий таких фирм будет заниматься само государство. Главной опасностью по-прежнему остается вероятность нехватки денег на погашение ипотеки. По этой причине эксперты призывают граждан заблаговременно пересчитать свои доходы и оценить уровень долговой нагрузки с учетом будущих платежей. Если соотношение суммы взносов по всем текущим и будущим кредитам и среднемесячных доходов превысит 50%, то обращаться в микрофинансовые организации не стоит. В противном случае возникает риск остаться без средств и без жилья, приобретенного в ипотеку.
Тампонский район славится смельчаками. За примером далеко ходить не нужно. В селе Крест-Хальджай родился сержант без промаха, герой Советского Союза Федор Хлопков. Хорошо, что герой есть и у нашего времени. На прошлой неделе стало известно, что уроженка села Мегина-Алдан, сотрудник полиции Татьяна Иванова, получила медаль МВД России за смелость во имя спасения. С отважной якутянкой познакомилась Эржена Гармаева. На работе лейтенант Татьяна Иванова заведует канцелярией, но служба в полиции обязывает быть на страже порядка даже делопроизводителей и даже во время отдыха. В отпуске в родном Мегино-Алдане Татьяна спасла тонувшую двухлетнюю девочку. Дети играли на улице, а вдруг я выглядываю в окно и вижу толпу детей вокруг озера. И сразу побежала я туда. Смотрю, девочка уже в воде. Как назло, на улице шел дождь. Подскользнувшись на мокром мостике, Татьяна сломала руку, но все равно прыгнула в воду, ведь на кону человеческая жизнь. Однако женщина героиней себя не считает, поэтому Татьяна не сообщила коллегам, что вообще-то совершила подвиг. Если сотрудник у нас где-то страдает, соответственно, проводится служебная проверка по факту получения. А так, конечно, она не говорила, что спасла ребенка, после того, как начали разбираться. Только выплыло, что она и спасла действительно. И, соответственно, наше руководство МВД посчитало, что этот факт не должен остаться незамеченным. МВД Якутии ходатайствовала Татьяну на получение одного из самых почетных знаков отличия – медали за смелость во имя спасения. И награда нашла своего обладателя. Татьяна узнала об этом вместе со всей республикой в прошлую пятницу и была очень удивлена. Благодарность какая, я думала, получу. Но медаль российский, я не думала, что так. Очень приятно, конечно, что наградили. Почувствовала, наверное, то, что я настоящий сотрудник полиции. Татьяна не только инспектор полиции, но еще и многодетная мама. Вместе с мужем, кстати, тоже сотрудником органов, женщина воспитывает 3 сыновей. И такая семейная идиллия в выборе профессии нашла отражение в детях. Старший сын, например, сейчас на нас видит и хочет стать полицейским. Пока Татьяне не удалось подержать медаль в руках. Торжественное награждение пройдет 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел. Эржена Гармаева, Владимир Павлов, Якутск. В Якутске участились случаи детского вандализма на теплых остановках. Всего за год специалисты зафиксировали сразу 8 инцидентов, самые вопиющие из них, включая поломку камер видеонаблюдения и железных дверей. Все виновники были установлены, ведется подсчет ущерба. Известно, что только по одной остановке Рихарда Зорга убыток составил почти 20 тысяч рублей. Как отмечают специалисты мэрии, начальники департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, сегодня специалисты окружной администрации ведут работу по недопущению случаев вандализма среди детей, в том числе и со школы. Очень трудно бороться с ними, поскольку они являются несовершеннолетними, привлечь их к какой-либо ответственности невозможно. Можно привлечь лишь родителей. Штрафы там небольшие, то есть от 500 до 1000 рублей. Ну, правоохранительные органы работают, поэтому мы сейчас фиксируем каждый день все теплые остановки, наблюдаем, контролируем. И если какие-то моменты есть, мы сразу отрабатываем. Полет нормальный. В Подмосковье прошли испытания прототипов грузовых дирижаблей, которые смогут бороздить небо над Якутией. Их задача – перевозка крупногабаритных грузов в самые отдаленные места Арктики. И не только. Это сделает логистику доступной, быстрой и безопасной. Какие еще есть преимущества у нового транспорта, знают наши коллеги. Настоящее авиационное шоу. Современный дирижабль буквально плывет в осеннем небе, причем управляется дистанционно. Допустим, вот так вдоль пролететь, коробочку сделать, если возможно. Это вы набираете высоту, да? Размеры модели впечатляют – 17 на 5 метров. Но это лишь прототип. Рабочий дирижабль будет в 2 раза больше. Такая машина сможет поднимать от 500 килограммов до тонны и в беспилотном режиме преодолевать больше 1000 километров.
С нами сегодня находятся на аэродроме представители Почты России, которые очень заинтересовались и готовы выступить партнерами, как заказчики, поскольку через них идет большое количество почтовых отправлений такого грузового характера, большие, маленькие посылки. Уже есть определенные запросы от квалифицированных заказчиков, которые хотели бы получить большие машины, которые можно будет использовать для перевозки грузов. К концу 2026 года мы хотим построить полуторатонник для того, чтобы использовать их на различных строительных объектах на территории Республики Саха-Якутия. Грузовые беспилотные дирижабли – это проект научно-образовательного центра «Север». Якутские инноваторы поверили, что транспортные системы из прошлого смогут помочь в будущем и стали воплощать в жизнь бизнес-идею. Причем удалось привлечь к проекту российские компании с максимальным уровнем импортозамещения. Есть бортовые системы, бортовой компьютер, все бортовые алгоритмы, полетные контроллеры. Все алгоритмы наши, полетный контроллер, даже железо наше. Есть диспетчерский софт, это программы для внешнего управления, это внешний пилот, когда ты видишь карту, на ней все дирижабли, выбираешь любой дирижабль, смотришь его статистику, выдаешь им полетные задания. Софт тоже наша компания его создала за год. Первые испытания прошли успешно. Впереди запуск новых моделей дирижаблей и строительство полноразмерных машин. Эксперты отрасли уверены в успехе этого проекта. Ведь ни для кого не секрет, что за беспилотными системами будущее, особенно в Арктике. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Владимир Шиповалов, Московская область. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В СВФУ завершилась 12-я неделя якутской культуры. Мероприятие проводится с 2013 года и уже стало одним из самых ярких традиций университета. Проект направлен на популяризацию якутской культуры среди молодежи. В течение недели здесь проходили различные игры, гитарный вечер и страшную историю с якутской тематикой. Кроме того, студенты устроили благотворительный концерт, собрав 40 тысяч в фонд помощи. Завершилось все встречей с главным режиссером фильма «Айхал», выступлениями местных артистов и танцевального коллектива «Каталык». Мероприятие мне очень нравится. Вся неделя прошла очень насыщенно, так как мы первый раз это организовываем. Для нас это большой опыт, большие эмоции. Мы очень рады, что люди к нам пришли, они активно участвовали. Разные улуцы приехали, школьники были, родители, бабушки, дедушки. Все у нас были, в основном на благотворительном концерте и на открытии. Коллектив у нас сплотился, все дружно подготавливали оформление, подготавливали программу. Получается, все дружно договаривались с артистами. Это самое сложное, мне кажется, было в работе. Все в основном у нас проходило так, налегке. Между тем, в настоящее время более 1500 иностранных студентов получают высшее образование в СВФУ. Из них порядка 700 обучающихся родом из КНР. Большинство китайских студентов учатся на филфаке, мечтают стать учителями, преподавателями или переводчиками русского языка. Также студенты-иностранцы учатся на финансово-экономическом институте, институте зарубежной филологии и некоторых других технических специальностей. Не учена лависа культуры и литературы Якутии и России. Если хорошо учить русскому языку, я могу хорошо учиться. В русском языке, я думаю, падеж самые трудные. Может быть, я буду учителя и преподавателя, и переводчика. Ну а Владивосток в эти дни звучит особенно мощно и вдохновленно. Здесь проходит Всероссийский хоровой фестиваль и конкурс «Третья Дальневосточная хоровая олимпиада». Это одно из самых ярких событий музыкальной жизни региона. Подробности в нашем сюжете.
Уже третий год подряд Дальневосточный федеральный университет становится площадкой, где встречаются лучшие голоса страны. В этот раз масштаб форума вырос. Олимпиада впервые получила международный статус. К российским хорам присоединились исполнители из Китая. Всего за 4 дня фестиваля более 2000 участников из самых разных уголков России объединила любовь к хоровому пению. Расскажу немного подробнее. У нас есть академический хор Дальневосточного федерального университета, руководитель Елена Александровна Петухова. Это заслуженный коллектив Российской Федерации. Это очень известный в России хор. И именно Елена Александровна и хор являются инициаторами проведения этой Олимпиады на протяжении уже 3 лет. Она проходит не каждый год, она проходит раз в 2 года, но это такое масштабное событие, которое с каждым годом растет. Несмотря на то, что Олимпиада называется Дальневосточной, в ней участвуют представители хоров со всей страны. Из 16 регионов нашей страны в этом году. Конкурсная программа растянулась на 3 дня. Завершится фестиваль торжественной церемонией закрытия. В составе жюри именитые дирижеры и композиторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Минска и Шанхая. Особенно заметно участие Якутии. Сразу более 4 делегаций представляет этот регион. На одной сцене выступают как профессионалы, так и любители. Из города Якутска. Ансамбль образовался в 2022 году. И наш руководитель, отличник культуры Республики Саха-Якутия, Чемпосова Ольга Петровна. Мы любительский камерный хор. Наше отличие в том, что мы поем академический репертуар и все являемся любителями. Работаем все в разных организациях и в свободное от работы время собираемся 2 раза в неделю, встречаемся и поем различную музыку. Помимо конкурсных прослушиваний, участников ждут творческие встречи и мастер-классы с ведущими дирижерами, хормейстерами и композиторами. А для жителей Владивостока также подготовлены несколько больших концертов с участием известных коллективов. Лиана Осипова, Владивосток. Тем временем в Москве подвели итоги премии «Живу студенческим спортом». Отметили и вклад Якутии. Награда вручается впервые и объединяет весь студенческий спорт. От активистов и атлетов до тренеров и руководителей. Всего представили 40 номинаций. Например, лучшая студенческая команда, рекорды, индивидуальные достижения молодых. Не забыли про медиа и соцсети. Всего в конкурсе приняли участие десятки вузов со всей страны. Одной из главных номинаций стала награда за вклад в развитие студенческого спорта. Ее первым обладателем стал глава Якутии Айсен Николаев. Профессиональное сообщество отметило его огромный личный вклад в популяризацию здорового образа жизни и формированию приверженности к спорту среди молодежи. В прошлом году мы провели чемпионат России по спортивной борьбе, по 3 видам спорта. И мы 4 раза подряд выиграли по вольной борьбе. Общекомандном Северо-Восточный федеральный университет. И в прошлом году провели национальную студенческую футбольную лигу. Приезжали 4 команды из Москвы, Санкт-Петербурга и из Луганска. И в декабре намечается всероссийский турнир памяти Пестерева. Такая работа очень много идет. Спортивная среда в образовательных учреждениях высшей школы, она возникает не на пустом месте. Она связана в первую очередь с доступностью занятий спортом, физической культурой у нас в городах, в населенных пунктах небольших, на слегах. Именно там у людей появляется возможность привить навыки, во-первых, регулярного занятия спортом, во-вторых, выявления тех или иных каких-то своих предпочтений. Но в Алдане прошел открытый турнир по самбо памяти мастера спорта Советского Союза. Проведение таких соревнований инициировали его коллеги и близкие. В поединках приняли участие спортсмены из Якутии, Амурской области. Как проходила борьба за победу, знают наши корреспонденты.
В спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург» в течение 2 дней накал страстей доходил до предела, а поддержка болельщиков не ослабевала. Здесь состоялось открытое первенство по самбо, посвященное памяти мастера спорта СССР Хаганы Тарих Аглы Адгюзалова. Хаганы Тарих Аглы, или дядя Тофик, как с любовью и уважением называли его ученики, отдал тренерской работе 35 лет. Благодаря ему в Алданском районе развитие получили спортивные единоборства, в том числе вольная борьба и самбо. Когда приехал здесь, в Алданский район, здесь у нас в Якутии есть популярность, первый номер, вид спорта – это вольная борьба. И он начинал возрастать здесь, борьба, вольная борьба. У него есть и чемпионы мира, и чемпионы России, да? Победитель первенства России, вот хороший талант, мастера спорта у него есть. Идею организации и проведения турнира памяти Хаганы Адгюзалова коллеги, друзья, близкие и ученики вынашивали давно. Более 10 лет назад состоялись соревнования под дзюдо. Теперь же открытое первенство по самбо решено проводить ежегодно. Это для меня гордость, я горжусь своим отцом. И когда в этом году Талипшо Мирзагулович поддержал, сказал: Хаяла, давай будем проводить ежегодно, я 2 руками, 2 ногами только за, чтобы в честь моего отца чтили, всегда помнят его друзья, коллеги, товарищи. Поэтому я благодарна всем. В открытом первенстве, посвященном памяти мастера спорта Хаганы Адгюзалова, силами с алданцами померились гости из разных районов Якутии и Амурской области. За победу боролись 210 юношей и девушек. Самым маленьким участникам исполнилось 8 лет. Спортсмены старшей возрастной категории отметили 16-летие. Тофика знали не только в Алдане и уважали. Его знали за пределами республики. И в самой республике он очень был хорошо известен и уважаем. Он находил язык с любым руководством и разговаривал на якутском языке. Когда ушел Хаганы Тарих Аглы, образовался такой провал у нас в вольной борьбе, который сейчас, вот уже по прошествию практически 10 лет, начинает выравниваться. Возвращаются в школу его ученики, вот, и мы очень надеемся, что они подхватят это дело и поднимут нашу вольную борьбу на более высокий уровень. Битвы за первенство проходили напряженно и горячо. Всего был разыгран 31 комплект наград в соответствующем количестве весовых категорий. Из 124 – 64 медали разного достоинства завоевали спортсмены из Алданского района. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.